Форум сообщества– крупнейшая в России площадка для диалога между властью, гражданскими активистами и общественными объединениями. Якутия была выбрана не случайно. Наш регион занимает одно из лидирующих мест в стране по количеству общественных объединений, НКО и просто активных граждан. Якутия всегда очень заметна. Кажется, что здесь живет вот только 1 миллион человек, но, видимо, активность, которую мы видим, скажем, на федеральном уровне, она скорее адекватна масштабу территории, а не масштабу населения, не численности населения. В этом смысле якутские инициативы разные, будь то там создание сел, там, организация сел трезвости или там, съемки якутского кино. Они очень часто заметны на федеральном уровне, становятся не столько примерами для подражания, потому что подражать сложно, сколько становятся, скажем так, некими символами, на которых можно все-таки ориентироваться, придумывая что-то свое. В нашей республике большое внимание уделяется демографической политике и работе по увеличению продолжительности жизни в регионе. Некоторые кейсы, внедренные в республике, достойны и федерального внимания. Территория трезвости – это общественная инициатива, когда на территории сел наследников объявляют о запрете продажи крепкого алкоголя, но через республиканский закон на сегодняшний день 203 таких села, 11% населения, но благодаря в том числе этой мере удалось за 2018 год увеличить ожидаемую продолжительность жизни мужского населения на 2 года. Я могу сказать, что это мировые темпы, мировой рекорд, потому что подобные темпы в евразийской части, в регионах достигают, я не знаю других таких примеров. Миллионный житель, родившийся в этом году в республике, показатель системного подхода к поставленной задаче. Тут и социальная поддержка семей, и дополнительные выплаты из республиканского бюджета семьям, в которых родились 2-й и 3-й ребенок, и особое внимание к многодетным семьям. Практически реализовали здесь нашу мечту, это 1 миллион на 3-го ребенка, потому что если сложить федеральные, региональные меры поддержки, вот уже буквально без 50 тысяч получается тот самый 1 миллион. И мы видим результат, вот я вчера встречалась с семьями, вот я спрашиваю, сколько у вас детей? 5. А рядом сидит женщина и говорит 3. И как-то ее, знаете, уже как-то 3 понимает, что маловато. Да, все-таки у вас, прям культ многодетных семей. И мне сегодня очень понравилось предложение высчитывать тот самый процент многодетных семей в регионе. Сейчас мы считаем коэффициент рождаемости, но все-таки это такая некая средняя температура по больнице. Сколько всего женщин, делим на сколько всего детей, получаем этот коэффициент. А когда мы четко будем смотреть, сколько у нас многодетных семей, мы будем идти к решению самого главного вопроса для России, это решение демографического вопроса. Переселение из ветхого и аварийного жилья – тема актуальная для многих регионов страны. В Якутске члены общественной палаты посетили микрорайон Звездный, и увиденное их приятно поразило. Мы видели много, путешествуя с нашей общественной миссией по регионам страны, мы видели много домов, где идет переселение ветхого аварийного. Но такого уровня дизайна мы увидели впервые на Дальнем Востоке. Это не просто дома построили и переселили, обычные серые дома, обычный двор, а это действительно современный городок с современными требованиями. И, конечно, не может не радовать, и жители, конечно, рады. Они там и цветочки садят, и готовы ухаживать, и озеленять самостоятельно. То есть стимул к жизни появился. Переезжать не собираетесь? Нет. Что вы? Куда мы из этой квартиры, из этого дома? Это, конечно, замечательно. И то, что республика делает, это только плюс. В условиях санкционного давления и прочих неблагоприятных факторов для России очень важен технологический суверенитет, чтобы не зависеть от поставок оборудования и запчастей для него от иностранных государств и выйти на максимальное импортозамещение, разработку и производство собственного оборудования. Я сегодня посетил технопарк, IT-парк в Якутске. И, вы знаете, честно говоря, мне очень понравилось. Я увидел, как здесь, в Якутске, честно говоря, я даже не ожидал. Я увидел, насколько много инновационных технологий, производств, причем сделанное руками совсем молодых ребят. Мы общались, буквально выпускники якутских вузов, которые здесь, в республике, работают, очень довольны своей работой. Я насчитал 3 или 4 технологии, буквально такого федерального, общероссийского значения, которые уже внедрены, приносят пользу гражданам республики, приносят пользу и на федеральном уровне. В республике идет большая программа по сохранению культуры и самобытности народов, которые наш регион населяют. Большое внимание уделяется коренным народам для сохранения традиционного образа жизни, ремесел и языка.
Нельзя отрицать естественную ассимиляцию какой-то части населения, нельзя отрицать то, что действительно у определенных народов есть уменьшение ареала использования родного языка, но государство помогает тем, кто хочет сохранить свой язык. И я думаю, что именно здесь, в республике, вот эта политика в отношении поддержки традиционного природопользования, традиционной жизни коренных малочисленных народов севера, мы сейчас чаще говорим арктических народов, это тоже правильно, это одно из, я бы сказал, очень эффективных направлений работы, которые имеют большое значение не только для России в целом, но и для мирового сотрудничества. Феномен якутского кино. Это словосочетание давно уже вошло в обиход по всей стране. Сначала под ним понимали что-то экзотическое и самобытное. Теперь же, после победы якутских фильмов на нескольких крупных российских и международных фестивалях, феномен якутского кино – это возможность создавать в республике качественное, востребованное зрителям и конкурентоспособное кино. Но, конечно, вслед за вами очень многие регионы начинают смотреть вожделенно на кинематографический кластер и собираются создавать свои кинематографические кластеры. Я во многих регионах бываю, и вот тема якутского кино как некоего такого пионерского проекта, флагманского проекта регионального, который позволяет очень быстро нарастить мускулы и показать специфику и возможности региональных креативных индустрий, этот кейс совершенно точно часто очень звучит и используется как аргумент в пользу того, что нужно развивать креативные индустрии в регионах. Большой форум, естественно, не мог обойти стороной тему специальной военной операции и, в частности, вопросы, связанные с помощью и поддержкой участников СВО. И тут наш регион оказался на передовых позициях. Уже неоднократно было озвучено, что такой объем гуманитарной помощи бойцам, который оказывает Якутия, не оказывает ни один регион. Также обстоят дела и с реабилитацией, и с лечением, и прочими мерами поддержками участников СВО и членов их семей. Ну, в частности, мы столкнулись с тем, что в Якутии есть прекрасная практика, когда специалист Центра социальной работы командируется в центры и пункты в Ростове, где жители Якутии попадают, там, получают ранения, приезжают без документов, без ничего, и их быстро социализируют. Их связывают с родственниками, им помогают оформить документы. А я спрашиваю, а как же другие жители других регионов? Говорят, ну мы помогаем в том числе и им, мы же не бросим, они же все наши. И вот такая практика в решении проблем именно документов, оформления справок, оформления необходимых документов, вот как раз она и решается таким образом. И мы, беря и смотря на эту практику, ее пытаемся внедрить на всей России. Еще во время подготовки к проведению форума сообщества глава республики Айсен Николаев говорил, что форум должен иметь прежде всего практическое значение. По итогам форума можно говорить, что многие озвученные инициативы уже имеют практическое применение в Якутии, и их можно применять и за ее пределами. Везде появляются конкретные кейсы, конкретные предложения, которые мы обязательно будем учитывать в нашей дальнейшей работе. Я уже ознакомился с рядом предложений, поступивших в эти дни, начиная от вопросов улично-дорожной сети, заканчивая вопросами дальнейшего совершенствования социальной поддержки наших военнослужащих. И поверьте мне, есть много тех решений, которые мы обязательно примем на вооружение и обязательно будем здесь у нас в республике внедрять. В начале ноября в Москве состоится итоговый форум сообщества, на котором будут рассмотрены все предложения и все инициативы, поступившие из регионов. И можно с уверенностью сказать, что якутские инициативы займут в повестке форума значительное место.